День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю и подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Кадровые перестановки в правительстве Якутии. В регионе новый первый зампред правительства и министр ЖКХ. Как говорят, от сердца отрываем, даем, потому что такое первый зам в правительстве, когда уходит, тем более с такого блока мощного. Новые благоустроенные квартиры вместо ветхого жилья. Казалось бы, вот оно счастье. Однако в Алдане праздник новоселов был безнадежно испорчен. И мы вообще туда даже не имеем представления, как мы там разместимся. Гражданской авиации Якутии 95 лет, о чем сейчас поет под крылом самолета бескрайнее море тайги. Самые разные самолеты, начиная от гидросамолетов, заканчивая, допустим, вертолетом, краном, который строил нашу башню якутскую. Многолетний архив НВК «Саха» появится в открытом доступе. Какие уникальные кадры там можно будет найти? Есть фильм «Лето в Арктике», это 1939 года. Потом также у нас есть 1945 года «Исых Победы». Усталость, боль, депрессия, когнитивные нарушения и проблемы со сном – и это только побочные эффекты заболевания почек. Как избежать этого недуга? Мы больные такие специфические, потому что мы уже живем десятилетиями с ними. Поэтому они нам как родные. Весна, пора витаминоза. Как помочь своему иммунитету справиться с недостатком витаминов в организме? Все начиналось с выхода с подъезда, обтерся снегом, зашел, раз, два, три, показалось мало. Под занавес уходящей недели глава Якутии Айсен Николаев принял ряд кадровых решений. Так, Алексей Колодезников сложил полномочия первого зампреда правительства Якутии и вступил в должность генерального директора компании «Саха-Транснефтегаз». Его кандидатуру единогласно поддержал совет директоров предприятия. В торжественной обстановке Иван Макаров передал свои полномочия Алексею Колодезникову. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра региона Андрея Тарасенко. Как говорят, от сердца отрываем, даем. Потому что такое первый зам в правительстве, когда уходит, тем более с такого блока мощного. И представьте себе, глава республики председателем совета директоров назначает председателя правительства, а генеральным директором первого заместителя правительства. То есть это о многом говорит, что сегодня статус предприятия будет поднят, и задача у него очень огромная. Алексей Колодезников отметил, что глава Якутии поставил перед ним ряд важных задач, которые необходимо решать вместе во благо развития региона. Помимо этого, новоиспеченный руководитель нефтегазовой компании поблагодарил Ивана Макарова и его команду, которые трудились в Саха-Транснефтегазе на протяжении 10 лет и показали хорошие результаты. Сегодня, когда глава республики Айсен Сергеевич давал напутственные слова, он говорил о том, что нужно усилить работу по газопереработке, увеличить количество вырабатываемого газомоторного топлива. Есть проекты, которые надо реализовать уже в ближайшее время. Это газификация Накына, Нюрбинского, ГОКа, Алроса. Это строительство газопровода Кызылсыр-Мостах, третьей нитки, потому что она недостроена до сих пор. И вопросы технологического присоединения надо решать. Есть очень много заявок, которые нужно реализовывать от населения. Дефицит газа есть по городу Якутску. Благодаря решению председателя правительства выделено 47 миллионов рублей на город Якутск. И думаю, что это тоже решит часть вопросов, которые нужно решать по городу Якутску. Кресло первого заместителя председателя правительства республики пустовало недолго. Исполняющим обязанности первого зампреда правительства был назначен Дмитрий Садовников, ранее работавший министром ЖКХ и энергетики республики. В свою очередь, новым министром ЖКХ и энергетики Якутии стал Вячеслав Емельянов, который ранее занимал пост первого заместителя министра ведомства.
В Нюрбинском районе открыли крупный соцобъект. Это детский сад на 280 мест. Его строительство началось в феврале прошлого года по нацпроекту «Демография». Основной период работ совпал с пандемией, поэтому ощущалась острая нехватка рабочих кадров. Несмотря на это, строители справились с поставленной задачей. Площадь нового детского сада более 3700 квадратных метров. В новое здание переедут 2 детских учреждения, которые в настоящий момент работают в ветхих зданиях. С вводом в эксплуатацию объекта в районе удастся ликвидировать часть очереди в детские сады. Мы сегодня вот на первом этаже будем добирать детей, потому что это цель национального проекта «Демография» – это содействие занятости женщин. То есть маму нам уже могут отдавать детей от 1,5 лет в ясельные группы. Здесь на базе этого детского сада будет у нас открыто 2 группы, то есть с очереди мы будем забирать детей, это где-то 60 детей с очереди. И у нас все равно остается потребность в строительстве тоже таких новых красивых объектов. В Вилюйске открылся новый дворец культуры. Современному многофункциональному культурно-досуговому центру присвоено имя первого профессионального композитора Якутии Марка Жиркова. Благодаря техническому оснащению Дворец культуры имеет возможность проводить в своих стенах не только мероприятия самодеятельности, но и, например, ставить оперные или балетные постановки. Через год будем отмечать наш столетний юбилей образования Якутской АССР. И в рамках подготовительных мероприятий сегодня во многих улусах по поручению и решению главы республики Арсена Николаева строятся культурные объекты. Открытие нового дворца культуры имени Марка Николаевича Жиркова является по праву исторически значимым событием не только для Вилюйского района, не только для города Вилюйска, но и для всей республики. Это говорит о том, что наше руководство правительства республики уделяет огромное внимание деле сохранения и приумножения наших традиций, культурных ценностей, духовного развития. Также в селе Тасагар в Вилюйском районе торжественно открылось новое здание средней школы имени Николая Каратаева. Строительство этих 2 социальных объектов, школы и Дворца культуры, стало возможно благодаря дивидендам компании «Алроса». При поддержке правительства республики они напрямую поступают в бюджет Вилюйского района. Общая сумма, затраченная на строительство, составила более $500 000 рублей. О сотрудничестве «Алроса» и муниципального района рассказывает начальник отдела по работе с органами государственной власти «Алроса» Владимир Аргунов. Для компании «Алроса» всегда очень радостно, когда за счет дивидендов от нашей работы строятся замечательные социальные объекты. Это и больницы, и школы, и спортивные, культурные центры. И вдвойне приятно, когда эти социальные объекты строятся в алмазных провинциях. В Анабарском, Оленёкском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском улусах, в Мирнинском и Ленском районах. Эти алмазные провинции являются держателями 8% акций компании «Алроса». И за период с 2011 по 2019 годы алмазные провинции получили дивиденды на общую сумму 18 миллиардов 627 миллионов рублей. Глава Якутии Айсен Николаев посетил многострадальную столичную школу номер 1, в которой учиться уже просто опасно для жизни, а также Якутский торгово-экономический колледж, куда можно будет временно перевести учащихся первой школы уже к началу следующего учебного года. Что касается самого здания школы, то в этом вопросе поставлена точка. На месте школы не будет никаких жилых домов или торговых центров. Там будет школа, заявил глава региона. С созданием школы здесь надо определяться. Здесь есть 3 варианта. Первый – это сделать ремонт фундаментов по тому проекту, который сегодня есть у главстроя. Второй подход – это реализовать тот, опять же, проект, который есть у города, но он, правда, еще до конца не сделан. Это здание усилить, ну и поставить к нему еще пристрой. Ну и третий вариант – это вот это здание снести, старое здание школы, и построить на нем новое здание, но примерно в том же архитектурном стиле сталинского ампира, но уже отвечающее тем требованиям, которые сегодня предъявляются к школам.
Тем временем в Алекминском районе заканчивает работу республиканская режиссерско-постановочная группа СХ «Аланхом». В течение 3 дней совместно с Управлением культуры, участниками и организаторами будущих мероприятий были проведены семинары. Долгожданный праздник должен пройти безукоризненно, отметили как гости, так и хозяева. Так организован мастер-класс по круговому танцу для мужчин, также проверена техническая база для полноценной работы. Идея сценария уже есть, чуть позже в район приедут сценарист и режиссер, чтобы воплотить замысел в жизнь. Да, у нас готовность есть, идеи есть. Мы все смотрели именно в историческом музее. У нас все появилось. Да? Мы все будем на режиссерско-постановочной группой, будем все обсуждать после этого выезда в городе Якутске и уже будем составлять сценарий. В целом у нас будет эвенкийская и многонациональная культура. Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак прилетела на этой неделе в Якутск. Она встретилась с главой региона, а также провела встречу с представителями якутского кинематографа в павильоне Сахафильма и побывала в смарт-библиотеке, где пообщалась с местными режиссерами и продюсерами. Далее Собчак отправилась в Амгинский район, где прошли съемки выпуска для YouTube-канала. Ну а главная цель путешествия – это встреча с якутским кинорежиссером Дмитрием Давыдовым. Его фильм «Пугало» и особенно актерское мастерство Валентины Романовой, сыгравшей главную роль в фильме, телеведущая высоко оценила еще во время фестиваля «Кинотавр», заявив, что индустрия кино в республике переживает расцвет. Прямо красота. Наконец-таки мы в снежной пустыне. Сереж. Знаешь, как в советских книгах писали «снежное безмолвие», «белое безмолвие». Белое безмолвие, белый ленд-крузер и мы там. Что мы в очень романтических местах работаем, конечно. Это очень красиво. Кстати говоря, Ксения Собчак призналась, что так радушно, как в Амге, ее еще нигде не встречали. Якутянин Алексей Васильев претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов. Он представлен в категории «Проблемы современности» с серией «Сахавуд». Алексей представил 10 работ, рассказывающих о производстве фильмов в Якутии. World Press Photo – один из самых престижных международных конкурсов, ведущий свою историю с 1955 года. Его цель – поддерживать и развивать высокие стандарты фотожурналистики. На отборе в этом году члены жюри просмотрели более 74 тысяч снимков, сделанных 4 тысячами фотографов со всего мира. Победителей конкурса объявят на торжественной церемонии в Амстердаме. Она пройдет в середине апреля, впервые в онлайн-формате. Я увидел, как шаг за шагом создается кинопроизведение, как работают режиссеры, как работает вообще в целом вся команда, вот, с какими трудностями они сталкиваются. Вот. Друзья, с ними договоренность какая-то была, да? Да, я, конечно, со всеми заранее договаривался, просил разрешения присутствовать на съемках, наблюдать, снимать. И никто из режиссеров, за что им большая, огромная благодарность, не отказывал мне. Хотел бы посетить и другие страны, и планирую. Буду, скорее всего, и работать и в других точках мира. Еще один уроженец Якутии, художник Семен Луканси, стал победителем всероссийского конкурса профессиональных художников с общим призовым фондом свыше 10 миллионов рублей. Конкурс «О чем твоя Россия-2020» был учрежден для поддержки российских художников. Работы в нем участвующие должны и повествовать о социальных, экономических и инфраструктурных проектах, реализованных в стране с начала 21 века. По мнению Семена Луканси, «Сила Сибири» – один из наиболее важных проектов, реализованных Россией в последние годы, который на протяжении многих десятилетий будет играть ключевую роль в развитии Дальнего Востока и заметно влиять на состояние российской экономики в целом. Работа над полотном «Усилий Сибири» художник посвятил весь прошлый карантинный год. А сейчас мы прервемся буквально на минуту. Не переключайтесь и смотрите далее в нашей программе. Недуг, с которым люди вынуждены жить годами, количество диализных больных, к сожалению, ежегодно растет. Новая экспозиция открылась в Музее авиации Якутии к 95-летию празднования отрасли. Мы продолжаем программу.
Когда минувшим летом Россия объявила, что первой в мире сумела создать действенную вакцину против коронавируса, получившую название «Спутник Ви», на Западе разразились презрительным смехом. Да они бессовестно блефуют, язвили американские и европейские газеты и утверждали, только препараты, произведенные западными фармакологическими гигантами, способны остановить пандемию. Вскоре на рынке появились они: Pfizer, AstraZeneca и прочие. У нас и в других странах прошли массовые прививки. Ученые принялись сравнивать первые результаты. И тут громом среди ясного неба стала статья в самом престижном мировом медицинском журнале The Lancet. Он опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования спутника Ви. Оказалось, ее эффективность составляет 91,6%, а среди людей старше 60 лет 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев. Западные вакцины эти показатели превзойти не смогли. Более того, Россия остается единственной страной, в которой зарегистрировано 3 вакцины от коронавируса, а препарат МИР-19 могут зарегистрировать уже в этом году. Эффективность будет продемонстрирована во второй фазе испытаний. В доклинических исследованиях препарат показал высокую эффективность. Об этом информирует Федеральное медико-биологическое агентство. Ранее сообщалось, что новый препарат основан на применении микро-РНК. Клинические исследования планируется завершить к середине марта. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена на Дальний Восток. Первые 150 доз препарата доставили в Южно-Сахалинскую областную больницу. Там будут прививать всех желающих старше 18 лет, кроме беременных и кормящих женщин. И после проведения необходимых анализов, естественно. «Спутник Лайт» – это облегченный вариант препарата «Спутник Ви» и требует однократного введения. Массовая вакцинация жителей региона от COVID-19 проводится с конца декабря прошлого года, однако «Спутник Лайт» только начали вводить в оборот. Якутия тем временем вошла в число регионов-лидеров по уровню вакцинации от коронавируса. Рейтинг составлен по результатам опроса региональных оперштабов, а также на основе анализа информации официальных сайтов и региональных властей. Возглавила список Магаданская область. Там хотя бы один компонент поставили 9%. На втором месте Сахалинская область с результатом 6%. На третьем Чукотка, где прививку получили чуть меньше 6% населения. Москва с 5,5% заняла 4-ю строчку рейтинга. Доля вакцинированных хотя бы одним компонентом в Якутии составила 5,25%. Наш регион занимает в рейтинге 6-е место. Ну и продолжая тему здравоохранения, в Якутии насчитывается порядка 600 диализных больных. При этом цифры ежегодно растут, и это мировая статистика. Такая тенденция сохраняется не только в республике, но и во всем мире. Всемирный день почки, который прошел 11 марта, призван обратить внимание населения на важность своевременной профилактики и лечения нефрологических заболеваний. Подробности в материале Петра Васильева. Сергей Семенов – один из 530 якутян, которым диагностировали заболевание почек. Вот уже в течение 12 лет в любую погоду он ездит на диализ. Несколько дней в неделю на 4-5 часов он оказывается прикован к аппарату искусственной почки, которая за это время очищает кровь от вредных веществ и элементов. Как оцениваете работу врачей? Ой, я их оцениваю даже очень хорошо. Благодаря им мы живем. Они не только целители душ, то есть тела, но и целители души. Мы больные такие специфические, потому что мы уже живем десятилетиями с ними. Поэтому они нам как родные. Сегодня в Якутии специализированную помощь для пациентов с заболеваниями почек оказывают 7 диализных центров по заместительной терапии, в том числе в Нерюнгри, Мирном и Жатае. Один из них, Центр современной нефрологии и диализа, открылся в столице республики в феврале прошлого года. Наш центр, год отработал. Мы, конечно, понимаем, что должны находиться в повышенной готовности. Наш центр готов работать и в режиме красной зоны, да, и в режиме зеленой зоны. С начала пандемии COVID-19 центр не прекращал свою работу с пациентами. Благодаря разработанной маршрутизации все диализные больные получили необходимую медицинскую помощь. В период распространения коронавирусной инфекции к диализным пациентам приковано особое внимание. Как отмечают врачи, почечные больные находятся в первой группе риска из-за слабой иммунной системы. В минувшем году 45% из них переболели COVID-19. У ряда из них развились осложнения. По данным специалистов, каждый третий имеет повышенный риск развития заболевания почек. Сохранить их здоровьями можно благодаря диете с низким содержанием соли и белка, приему достаточного количества воды, отказу от вредных привычек и безрецептурного приема противовоспалительных препаратов. Немаловажную роль здесь играет и физическая активность. В первую очередь это, конечно же, физкультура,
и питание. Если будете соблюдать вот эти два основных пункта, то все остальное у вас будет в порядке. Это намного уменьшит риск заболевания. Любого, не только почек, но и любых других систем. А негативные факторы? От них никуда не денешься. От негативных факторов окружающей среды. Мы в них живем, мы ими дышим. Количество почечных больных с каждым годом растет. Врачи советуют не заниматься самолечением и вовремя проходить необходимую диагностику. Петр Васильев, Илья Николаев, Якутск. Кстати говоря, руководящий комитет Всемирного дня почек объявил 2021 год годом хорошей жизни с заболеваниями почек. Это было сделано для повышения уровня образования и осведомленности об эффективном лечении симптомов, а также расширении прав и возможностей пациентов с конечной целью поощрения более активного участия в жизни. Большой праздник отмечали на этой неделе авиаторы Республики гражданской авиации Якутии уже 95 лет. К этой дате в Якутске в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина прошло торжественное открытие обновленной экспозиции Музея истории авиации Якутии, где создано новое экспозиционное пространство и выделены тематические разделы. Информационные стенды оцифрованы, оформлены с применением современных материалов. Подробности далее. История якутской авиации тесно взаимосвязана с историей развития полетов во всем СССР. В ней было и много уникального, связанного с особенными климатическими условиями. Одним из первых наиболее крупным предприятием гражданской авиации стало основанное в марте 1923 года акционерное общество «Добролет». В этом же году весной произошло образование Российского общества друзей воздушного флота. Эта организация немало сделала в дальнейшем для отечественной авиации. Один из его филиалов был открыт и в Якутске. Но истинным началом развития авиации в регионе считается создание постоянного воздушного сообщения между Якутском и Иркутском. История становления и развития авиации Якутии наполнена самоотверженным и героическим трудом как в мирное время, так и в суровые годы войны. 8 октября 1925 года над Якутском и его окрестностями был совершен первый полет на самолете английского производства «Софтвич», который был привезен на барже. Одним из первых пассажиров этого самолета был Платон Алексеевич Аюнский. С 1942 года была организована работа трассы Аляска-Сибирь, где за период перегонки за 4 года было на фронт направлено более 8 тысяч самолетов. Авиация Якутии, она прошла очень долгий путь становления, развития и выросла до одного из крупных управлений гражданской авиации здесь, в нашей стране, в Советском Союзе. Очень было много авиаторов, героев, очень много было самолетов, очень много летали наши. Освоение, постоянное освоение Якутии, промышленное, это все происходило при помощи, с помощью авиации. Музей не имеет аналогов по экспонатной базе гражданской авиации России. В свое время в здании аэропорта Якутск в год музей посещали более 12 тысяч человек. Фонды музея насчитывают более 400 единиц хранения. Также ведется каталог богатого собрания специализированной и художественной литературы, а также видеоархива. Мы можем показать, как выглядели аэровокзалы в разные годы, от 1940 года до сегодняшнего дня. Можем показать, как был устроен самолет, как выглядит черный ящик, самописец бортовой, как выглядят самые разные самолеты, начиная от гидросамолетов, заканчивая, допустим, вертолетом, краном, который строил нашу башню якутскую, которая сейчас является одним из символов Якутска. То есть богатейший материал. Всегда показываю и горжусь этим вот знаком, да? Это знак 1927 года. И они выдавались вот летчикам, да, открывшим воздушное пространство Якутии. Это самый раритетный. Им награждали 5 летчиков. Менее вот еще такие раритетные, очень редкие значки, вот тиксинские авиапредприятия 50-летия выпустили. Только вот летчикам, да, выдавали. Говорят, штук 50 только было. Это вот очень малый тираж получается.
Основателем авиационного музея является Васильев Михаил Егорович. Благодаря ему на сегодняшний день музей действительно стал по праву центром патриотического воспитания молодежи. Когда я перешел в 2000 году работать в Тереском профсоюзе председателем, пришла идея создать музей. Как создать музей? При поддержке, естественно, хозяйственных руководителей, моральной, вначале финансовой поддержки, но в основном потом материальные издержки нес профсоюз сам. Вначале руководители помогли. Музей пользуется большой популярностью, а также имеет прекрасные отзывы не только от горожан, но и от посетителей из разных регионов. Уникальность выставки в том, что ее можно посещать через определенный промежуток времени, так как она обновляется и пополняется новыми коллекциями и экспонатами, которые по-прежнему будут нас вдохновлять и вызывать у нас чувство гордости за нашу авиацию. Алексей Лукьяненко, Григорий Хлопков. День за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. Смотрите и далее в программе. Массовый отказ от благоустроенных квартир. В Алдане новоселье пошло не по плану. Здесь будет город-сад. Жители республики сами выберут, какое место отдыха появится в их городе или поселке. Продолжаем программу. Свой профессиональный праздник отмечали на этой неделе и работники архивов. Что касается национальной вещательной компании «Саха», то к столетию Якутской АССР наш архив должен быть оцифрован и полностью перейти на цифровой формат. Тогда планируется и запуск специального сайта, где все это станет доступным для жителей региона. Какие уникальные кадры можно будет найти в цифровом архиве НВК «Саха» и какие возможности в связи с этим появятся для жителей региона, в материале Дмитрия Тымырова. Архив национальной вещательной компании «Саха» сегодня насчитывает более 6000 архивных файлов различных исторических событий республики. Это разные носители, кинопленки, кассеты, цифровые кассеты. Из них оцифровано 57%, это 3728 единиц. И оформлено, то есть описание метаданных, аннотации, это 33%, порядка 2158 единиц. С 2011 года здесь началась работа по переводу их в цифровой формат. С каждым файлом работает целая команда. Люди должны быть опытные. Допустим, максимально это желательно должен быть человек, который проработавший в телевидении, да, или, допустим, знающий значимые события республики за определенный период времени, допустим. Ведь одно дело оцифровать, другое дело оформлять метаданные. Со стороны, казалось бы, простая работа, но, как оказалось, это целый труд. Ведь порой архивные файлы повреждаются, и поэтому за ними нужен особенный уход. Из нашего архива к нам приходят ленты, киноленты, получается, в рулонах. Бывает то, что там сломанная перфорация там, или нужно увлажнить, они очень начинают хрупкими быть. Поэтому мы для начала делаем увлажнение кинопленки. Ага. Так, там есть специальный раствор, в котором его приводите в нормативное состояние. Да. И потом у нас получается, мы кладем уже их в такие специальные ящики, которые поддерживают правильную влажность и температуру. И потом далее непосредственно он уже идет на оцифровку. Да, затем уже получается несколько дней они у нас лежат, начинают увлажняться, затем мы их уже начинаем оцифровывать на проекторе. Здесь тоже целая работа. Надо намотать, вставить и крутить. Порой даже приходится клеить пленки. И только после начинается оцифровка. Ну, сейчас вы можете наблюдать, как у нас происходит непосредственно оцифровка на сервер цифровой. Здесь у нас, получается, вставляется кинопленка в проектор. Ну, вот у нас изображение проходит вот здесь через призму, попадает у нас уже на видеокамеру. С видеокамеры у нас на камерный канал поступает запись уже на сервер.
Еще одним из главных условий – это его оформление. Для этого необходимо просмотреть весь видеофайл и только потом начинать его описывать. Для этой работы здесь есть специальные мониторы с приставкой, с помощью которых можно это сделать. Некоторые материалы у нас вот в таких кассетах, и вот на такой технике просматриваем, какие кадры нужны, какой синхрон, интервью нужно. И вот здесь на этом аппарате просматриваем и смотрим, есть ли или нет данный материал. Сегодня в архиве компании хранятся уникальные файлы, датируемые с 1937 года. 1937 года это иркутские кинохроники. Фильм есть «Бухта Тикси». Также есть фильм «Лето в Арктике», это 1939 года. Потом также у нас есть 1945 года «Исых Победы». 60-х годов, это 66-го года военная хроника ленинградского телевидения «Солдат отчизны». Ну и с 67-68 года начинаются собственные фильмы. К столетию Якутской АССР все это должно быть переведено в цифровой формат. И планируется запуск специального сайта, где все это будет выложено. Где уже каждый житель региона может это увидеть и появится возможность дополнить тот или иной файл недостающей информацией. Ну, это будет такая большая коллекция общедоступная, где каждый зритель, каждый человек может внести свою лепту, свой вклад в развитие, в создание такого уникального архивного фонда. С 26 апреля по 30 мая в 13 населенных пунктах республики пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. В настоящее время все муниципалитеты активно готовятся к голосованию, ведь от количества голосов именно местных жителей зависит комфорт и благоустройство их населенного пункта. Виктория Федорова продолжит тему. Ученики 9 класса Покровской гимназии после учебы выбегают на новую набережную, расположенную через дорогу от их места учебы, чтобы по пути домой поиграть на свежем воздухе. Ребята ждут, когда потеплеет и заработает скейт-парк. Еще в процессе монтажа покровская молодежь успела его обкатать и оценить. Скейт-парк сделали очень хорошо, потому что там достаточно безопасно. И эта зона не только для маленьких детей, но и для подростков. Жительница Покровска Анне Викторовне 81 год. Прогулки на свежем воздухе – ее ежедневный ритуал. Вот только теперь эти вылазки заменила скандинавская ходьба. И если раньше маршрут Анны Викторовны пролегал через городской парк, то сейчас она осваивает новую территорию набережной. Ну, сделали много. Вот смотрите, теперь спускаться на Лену Матушку. Как прекрасно. Вообще прекрасно. Хорошо начали. Вот еще лучше будет, надеюсь. В этом году покровчанам откроется прекрасный вид на ледоход со смотровой. Также можно будет спуститься по лестнице вниз к реке и сфотографироваться на фоне проплывающих льдин. Летом набережную будут озеленять. В разработке проекта принимали участие не только глава города, но и все жители Покровска. Вскоре аналогичные современные объекты появятся и в других населенных пунктах республики, жители которых также сами определят приоритеты. Цифры нам поставлены очень амбициозные. 80 тысяч человек в этом году мы должны вывести на рейтинговое голосование. 13 населенных пунктов приняли решение об участии в рейтинговом голосовании, в том числе основные, конечно, это города наши крупные: Якутск, Мирный, Алдан, Юрба, Покровск, Алёк-Минск, Нерюнгри. Вот. И сельские поселения также мы включили в перечень населенных пунктов, на которых пройдет рейтинговое голосование. То есть задача показать людям, что и в любом населенном пункте могут реализовываться очень крупные, интересные современные объекты, и показать, что люди в этом заинтересованы. То есть какой населенный пункт покажет больший процент участия людей, тем, собственно говоря, и будут выделяться средства. Для удобства жителей рейтинговое голосование решено провести на сайте госуслуг. Для этого разрабатывается специальная платформа. Рассмотрим этапы создания голосования по объектам на муниципальном уровне. Введите название, описание голосования по объектам благоустройства. Рейтинговое голосование проводится для того, чтобы выбирать населенные пункты, в которых будут реализовываться такие проекты с 2022 года.
То есть, начиная с 2022 года, мы будем уже непосредственно заниматься этими населенными пунктами. После итогов голосования начнутся работы по проектированию объектов, начиная от схемы расположения, вопросов безопасности и эстетичности, вплоть до мелких деталей. Малые города, они выбирают территории. Территории выбирают, там, несколько территорий они обозначают. Потом проходит голосование, и на этом голосовании население само выбирает, какой им проект лучше разрабатывать. В первую очередь. И с этим проектом уже с этой территорией мы уже идем с проектировщиками на место проектирования и там рассматриваем все нюансы, которые должны быть учитываться в проекте. Объект должен быть выполнен в нейтральных тонах, максимально приближенных к натуральным природным оттенкам. Строим объекты от начала проектирования, работаем с архитекторами, потом проходим экспертизу, и после этого мы уже после объявления торгов, появления подрядных организаций, мы уже работаем со строительными организациями. И в ходе реализации, если есть какие-то изменения, мы их вносим в проект или принимаем какие-то решения, которые облегчают более-менее строительную часть. Но особое внимание уделяется, конечно же, качеству материалов. В этом году очень сильно выросла цена металла, да. У нас в основном используется металл, бетон, плитка. И именно то, что повысилась цена металла, это очень влияет на строительный. И поэтому мы находим какие-то решения, которые уменьшают именно не качество, а именно вес материала. Мы можем уменьшить сечение и получить как-то, уменьшить нагрузку на строительные организации. Всего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Якутии планируют реализовать 40 проектов по благоустройству. Из них 7 общественных пространств, 33 дворовые территории в муниципальных образованиях. Кроме того, 7 крупных проектов планируется ввести в Мирном, Нерюнгре, Алдане, Томмоте, Удачном, Среднеколымске и Верхоянске. Виктория Федорова, Виолетта Засимова, Джулустан Иннокентьев, Якутск, Покровск. День за днем. В конце февраля в Алдане сдали очередной многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья по адресу микрорайон Солнечный, улица Молодежная, 2Б. Новоселов поздравили, вручили ключи от долгожданных квартир. А через неделю 21 человек отказались заселяться в новое жилье. Что же не устроило переселенцев, узнавал Руслан Павлов. Меня зовут Фролова Татьяна Анатольевна. В данный момент мы проживаем Солнечная, улица Молодежная, 8, квартира 4. У нас трехкомнатная раздельная квартира, санузел раздельный. Попали под программу переселения. В этом доме нам предоставили квартиру, предложили двухкомнатную. Квадраты в квадраты. Но там такое расположение, что мы туда, у нас взрослый сын, и мы вообще туда даже не имеем представления, как мы там разместимся. Татьяна не единственная, кто высказывает недовольство планировкой и другими недочетами. 21 из 68 собственников вернули ключи от новых квартир. Новоселов также пугают газовые плиты, неприкрученные ручки оконных блоков, протечки водопроводных кранов и расположение дома вблизи от железной дороги. Квартиры все в целом по дому прошли государственную экспертизу, сам проект прошел, получил положительное заключение. Получили разрешение Управления государственной службы жилищного надзора, получили заключение от дирекции жилищного строительства, которые выкупают эти квартиры. Все нормативы, все нормы по проекту соблюдены в полном объеме. Мало того, дом будет находиться 5 лет на контроле застройщика. Представитель застройщика компании «Железные дороги Якутии» вообще не понимает, в чем претензии. Дом официально принят, а выявленные недочеты немедленно устраняются. Перед тем, как сдать дом, самолично и с моим начальником проверяли ручки, регулировали окна, проверяли все краны, все окна, то есть все было нормально. Сейчас в данный момент есть такая ситуация, что люди просто обрезают у себя, например, полотенцесушители, каким-то образом пробираются в подвал, перекрывают стояки и, соответственно, потом не берут трубки. Из-за этого происходит, либо подтоп верхней, либо нижней квартиры, еще бывает перепад давления.
проблеме подключились депутаты городского совета. Рассмотрев всю документацию по данному дому, они не нашли нарушений. Мы пока ознакомились только с документами, посмотрели документы на земле, мы убедились в том, что этот дом не находится в промышленной зоне, да, что здесь все нормативы, связанные с шумом, загазованностью, они соответствуют действующим нормативам. Мы посмотрели, что этот дом прошел государственную экспертизу, соответственно, будем смотреть. Пока мы только вот сегодня первая такая выездная встреча с жильцами, с теми, кто именно отказался от получения ключей. Парадоксально, но из 2 десятков отказников претензионные заявления в прокуратуру и городскую администрацию, соответственно, подали лишь 2. На сегодня те квартиры, от которых вернули ключи, опечатаны до разрешения конфликта. Остальные 47 новоселов обустраивают новое жилье. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Сейчас снова небольшая пауза. Не переключайтесь, далее вы увидите. На страже закона наравне с людьми, как четвероногие друзья человека помогают нести службу блюстителям закона. Это моя палка, нет, моя. В Лос-Анджелесе прошел очередной чемпионат по якутскому национальному виду спорта. Мы продолжаем программу. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили и работники органов наркоконтроля. Поиск наркотиков, взрывчатки, стремительные задержания. Все эти спецоперации занимали бы гораздо больше времени, если бы не было служебных собак. Ульяна Шагина расскажет о нелегкой службе полицейских ищеек. Полугодовалая немецкая овчарка Эгина вступила в ряды сотрудников Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в конце прошлого года. Привезли ее с Хабаровска и не прогадали. Щенок оказался невероятно умным и с удовольствием продемонстрировал нам свои навыки. Эта собака будет обучаться по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств. То есть это уже как с года собака пройдет обучение, то уже будет, то есть у кинолога допуск к разрешению, и собака уже, то есть полностью обученная будет. Туяра Таран – начинающий кинолог. Это ее первая собака, так что работа предстоит серьезная. Пока все обучение строится на игре. Так собака лучше понимает, что от нее хотят. Сейчас у нее период подготовки, адаптации, социализации, и, в общем, воспитания, дрессировки. Из года у нее уже начинается общий полноценный специальный курс. А это одна из частей учебной тренировки, при котором у собаки вырабатываются навыки поиска различных веществ. Специальные конусы прячут запаховые имитаторы. Для Эгины это, как правило, имитаторы с запахом взрывчатки. Задача собаки – найти это вещество. Собака должна найти тот конус, с этим конусом запах обозначить и, получить либо лакомство, либо мячик. Обозначение, либо сесть, усадкой называется сесть, укладка, либо зависание. Тренировки проходят не только в здании. С наступлением весны кинологи возобновили и уличные дрессировки. Для четвероногих полицейских это прекрасная возможность размять лапы и вдоволь набегаться. Преодоление препятствий вроде книжки, да? Прыжок через канаву. Все это здесь есть, на этой дресс-площадке. Мы сюда приезжаем. И плюс еще тут бегают на собаки, да? Собаки бегают, конечно, и это же все входит в дрессировку и тренировку служебной собаки. Восточноевропейская овчарка Монтана – собака-поисковик. Она в системе уже более 6 лет. Опытная собака знает, как себя вести и, конечно же, лучше всех выполняет задания. По наркотикам у нас собаки постоянно на обыски ездят, и находят по поездам, на сопровождение тоже, профилактика и выявление тоже наркотических запрещенных веществ. В аэропорту вы тоже работаете? В аэропорту тоже работаем. Время, однако, не ждет. В служебном строю собаки держатся в среднем от 7 до 10 лет. Но пенсионера кинолог никогда не бросает. Навсегда забирает к себе. Ведь пес за годы совместной работы становится родным. К тому же, где еще найдешь друга, для которого твое слово – закон? Брать барьеры, влетать в узкий лаз, преодолевать различные препятствия. Профпригодность подтверждается и в свободное от службы время. Работа исключительно ответственная, и собаки как будто это понимают. Поэтому занятия не прекращаются ни на минуту. Какие команды знает Монтана? Стандартные команды все знают. Команду лежать, сидеть, стоять, ко мне, и рядом.
Ну, еще команда «Голос». Ну вот такие вот они невероятно собранные и серьезные на работе, а в жизни невероятно ласковые и добрые, и, конечно же, умные. Да, Монтана, голос? Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Нерюнгринец Роман Щетников принял участие в 2 забегах по ледовой трассе во Владивостоке и в Преамурье. Оба соревнования принесли призовые медали в копилку спортсмена. Так, во Владивостоке участие в ледовом полумарафоне приняло около 1000 спортсменов. Там Роман стал 3-м в забеге на 10 километров. В Преамурье спортсмен занял 1-е место, обогнав более чем 150 участников забега. Еще один житель Нерюнгри, Роман Хмелев, делится своими секретами крепкого здоровья. После ухода суровой зимы наш организм, стойко ее переживший, страдает от недостатка витаминов, а март – время простуд и вирусов. Как помочь своему иммунитету и что лучшая профилактика авитаминоза, здоровый образ жизни и закаливание, Роман убедился на собственном опыте. С ним встретились наши коллеги с Нерюнгри. Романа Хмелева в Нерюнгри знают многие. В прошлом году ролики с его прогулками активно разлетелись по социальным сетям и имели резонанс. Некоторые считали мужчину психически нездоровым, кто-то отшучивался, кто-то писал, что наспор, но все-таки большая часть комментирующих восхитились его методами закаливания. А сегодня температура с утра была 42 минус. Роман переехал в Нерюнгри из солнечной Украины. Первая холодная зима в Якутии с резким перепадом температур для неподготовленного организма мужчины сказалась тяжело. Роман часто болел. Со второй зимы мужчина решил все поменять и начал постепенно закаляться. Все начиналось с выхода с подъезда, обтерся снегом, зашел, раз, два, три, показалось мало. Дальше больше. Через дорогу был лес, стал выходить 5, 10, 15 минут, 20. Потом потянуло зимой немножко окунаться, когда есть возможность на выходных. Вот. И так уже вторая зима, когда я закаливаюсь и чувствую себя просто отлично. Респираторных заболеваний практически у меня не бывает. Друзья, родственники, соседи Романа одобряют его методы по повышению иммунитета. Очень нравится, что этот человек находит время и на работу, и на семью, и на занятия спортом, и на закаливание. Работает Роман на шахте. Коллеги, конечно, тоже знают об его увлечениях, и здесь у Романа находятся свои компаньоны. В выходной день или после рабочей смены коллеги работают уже над своей выносливостью. Первая наша встреча была на пробежке. Вот. Тоже есть информация об этом в его профиле. Отлично, здоровски покатали, круги такие понарезали, далековато так ездили, в общем, и на водохранку, и купаться, то есть классно. А сам, на самом деле, я очень хочу попробовать закаливание, не пробовал еще никогда, честно говоря. Сам Роман Хмелев не видит в своем закаливании ничего необычного и считает, что так сможет каждый. Главное правильно начать и придерживаться последовательности. Если все правильно делать, результат будет отличный. Любой человек, приходя в спортзал, он не начинает штангу поднимать 200 килограмм. Он начинает с 10, 12, 15, также и в закаливании. Постепенность и постоянность, оно приведет к тому, что границы физических возможностей в закаливании у человека будут увеличиваться. И, скажем, там, где я смогу проходить час по морозу, для кого-то может оказаться непосильным. Но для этого я уже 2 года, 2 зимы иду и закаливаюсь. Не ограничиваясь обтираниями и прогулками, сегодня Роман пробует новые процедуры закаливания. Первый раз на Нерюнгринском водохранилище Роман окунулся в воду в прошлом году на крещении. Такую процедуру организм принял с радостью, зарядился положительной энергией, и с тех пор мужчина старается в свободное время на выходных закаляться теперь и водными процедурами. Сегодня, пока мы снимали интервью, я получил прекрасную радостную весть. У меня родилась доченька. 3 килограмма 515 грамм, 53 рост. И сегодняшнее закаливание, окунание в воде я хочу посвятить Доте, и своей жене. Это для вас. Готовьтесь, будем заниматься с папой вместе, закаливаться. Здоровый образ жизни Романа длится круглый год. Летом мужчина купается в холодной воде местной горной реки, дома принимает контрастный душ, активно занимается спортом, катается на велосипеде. Роман Хмелев советует начать отвыкать от прогретых квартир и теплых свитеров ради более выносливого и здорового тела. Ведь именно закаливание – самый верный способ повысить иммунитет естественным образом. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
А в Лос-Анджелесе завершился международный турнир по масс-рестлингу. На пьедестал почета вышли 15 победителей. Впервые в истории американского масс-рестлинга участниками стали и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Это сразу 2 атлета. Но протезы не стали для них препятствием на пути к победе. Борьба была равной для всех категорий. О соревнованиях и американских масс-рестлерах смотрите в материале Айсены Бурнашовой. В этот день на помост вышли сильнейшие масс-рестлеры Америки и Пакистана. Турнир прошел на свежем воздухе с учетом всех коронавирусных ограничений. Мужчины боролись в 3 весовых категориях – до 90, до 105 и свыше 105 килограммов. Женщины в 2 – до 70 и выше. Америка вступила в Международную федерацию масс-рестлинга 8 лет назад. За это время за океаном сформировался свой пул из опытных спортсменов. Ее яркая представительница – 44-летняя Линдси Джоан Холл. Я была в Кыргызстане на Всемирных играх кочевников. Это были мои первые международные соревнования. Затем я выступала на чемпионате мира по масс-рестлингу в 2018 году в Якутске. В женском зачете опыт взял верх. Правильная работа корпусом и кистями рук позволили Линдси перетянуть на себя 1-е место. В весовой категории свыше 70 килограммов жительница Сакрамента одержала уверенную победу. Я оптимист. Я думаю, что это очень веселый и дружный вид спорта. Он нас реально очень сближает. Я верю, что в моем родном городе Сакраменто у масс-рестлинга будет много последователей. Это моя цель. Якутск, всем привет! Из Калифорнии. Впервые в истории американского масс-рестлинга в турнире участвовали и атлеты с ампутацией нижних конечностей. Наравне со всеми на помост вышел Чад Маклин. В турнире он боролся в супервысоком весе свыше 105 килограммов. Бывший футболист лишился ноги после неудачного спуска на горных лыжах. Но несмотря на резкий поворот судьбы, он не стал ограничивать себя. Наоборот, решил браться за все новое. Я добился успеха в стронгменге и в масс-рестлинге. Я соревновался в адаптивных видах спорта, выиграл мировой турнир Арнольда. Затем я начал соревноваться не в адаптивных видах и добился успеха и там. Это мой 3-й чемпионат по масс-рестлингу, и я выиграл каждый. Чад выиграл и в этот раз. Схваткой, как у Титана, он уверенно вырвал победу, опередив всех спортсменов. Не такие, как все, но наравне со всеми. Протез не помешал выйти на помост и атлету Брэдли Гутьерресу. Такой интерес к масс-рестлингу стал поводом обновить соревновательные правила. Начало уже положено, отметили организаторы. Я вот разговариваю с коллегами, со всеми, будут ли они поддерживать такую вещь, как паралимпийский масс-рестлинг, адаптивный масс-рестлинг. Конечно, все хотят. В Ульяновской области у нас есть коллега Александр Стафеев. Мы с ним начали уже разрабатывать правила, и он уже предложил в комитет, спортивно-технический комитет, свой вариант. Ввода новых правил ждут и сами спортсмены. Так, в 2022 году в Америке планируют провести масс-рестлинг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в ближайшее время к разработке правил адаптивного масс-рестлинга приступят и заграничные специалисты. Ну а документально заявить о новом своде правил Международная федерация масс-рестлинга сможет уже в этом году. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Максим Кардозу, Лос-Анджелес, Москва. Именно такой была эта неделя, которая завершается очень добрым и светлым днем, прощенным воскресеньем, знаменуя собой наступление Великого Поста, который продлится в этом году аж до 1 мая. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь, берегите себя и до встречи в эфире.